Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Подняли правую ногу, колено выше. Носочек тянем вниз. Прыжки на левую ногу 10 раз. Отвлечься от умственной и психологической нагрузки и размять мышцы. Выпускник спортфака ИНГУ Руслан Хамхоев физкультуру в Галашкинской первой школе преподает больше месяца. Молодой человек уже познакомился с коллегами и подружился с детьми. Самое главное, коллектив хороший, дети хорошие, послушные, воспитанные очень. Сам зал, как вы видите, тоже хороший. Есть спортивный инвентарь. Также на улице есть спортивная площадка для воркаута. Также есть стадион для того, чтобы мальчики могли играть в футбол. Земский миллионер. По условиям программы учитель получает подъемный 1 000 000 рублей. Деньги можно потратить на что угодно. Но теперь 18 часов в неделю он посвящает учащимся 5, 6 и 7 классов Галашкинской первой школы. Появилась такая возможность поучаствовать в программе «Земский учитель». Документы я подал в срок. После подачи документов прошло еще некое время. И через некоторое время позвонили и сказали, что вы являетесь победителем программы «Земский учитель». Средства я планирую потратить их на улучшение жилищных условий. Также это было учтено в заявлении, которое я подавал. Теперь на 284 человека, а именно столько учатся в этой школе, целых 2 учителя физры, что не может не радовать руководство учебного заведения. Нашего основного учителя уже нагрузка не такая большая, как была раньше, соответственно, и эффективность уроков лучше, выше. И работа самого учителя, земского учителя, очень нам нравится. Профессиональное образование, возраст до 55 лет и готовность работать в сельской местности 5 лет. Критериев отбора немало. В этом году из 20 претендентов конкурсный отбор прошли только 7 человек. Помимо сел и станиц, программа «Земский учитель» распространяется и на города, где население меньше 50 человек. Есть отдельные уравнения, которые мы решаем различными способами. Это квадратные уравнения, линейные уравнения. Но есть система уравнений. Лейла Магушкова учит детей математике уже 35 лет, но в этом году для нее все как в первый раз. Новый город, новая школа и классы. Живет в Назране, а преподает не только в Али-Юрте. Говорит, что нисколько не устает, наоборот, набирается сил. Выбор из различных школ. Я выбрала город Карбулак с таких соображений, что всегда на слуху было то, что карбулакские школы подготавливают хорошо учеников. И мне, конечно, было интересно поработать в карбулакской школе. Я вот, например, тот человек, который с радостью иду на работу и получаю от этого удовольствие. Любовь к математике и точным наукам у Лейлы с детства, поэтому она старается привить ее и своим ученикам, использует для этого разные действенные методики. Учу их так, как будто я их ровесница, и рассказываю им тему на языке, который они поймут. И включаю всегда в уроки исторические справки, потому что мне самой интересно, откуда какое понятие появилось, откуда оно вообще зародилось, как началось, как развивалось. И поэтому я детям на каждой новой теме уделяю минутку на то, чтобы рассказать, откуда это понятие появилось. Земских учителей ждут в российских школах. Только в 2021 году заявки на участие в программе подали более 30 тысяч педагогов. Документы принимают в личном порядке через региональные отделы образования и в электронном виде на сайте «Земский учитель». Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.